Селям алейкум, добрый вечер. Национальная культура является неотъемлемой составляющей в деле сохранения самобытности всего народа и общества в целом. Как мы справляемся с современными вызовами? А какие нужны еще механизмы, инструменты для того, чтобы мы могли сохранить нашу идентичность и наше культурное наследие? Возрождение крымско-татарского народа – тема нашего эфира сегодня. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире и просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Считаете ли вы, что в Крыму созданы все условия для развития культуры крымских татар? Да, либо нет? Пожалуйста, принимайте активное участие в нашем голосовании. Сейчас традиционно наш сюжет, и мы вернемся в студию очень быстро. Материальные и духовные ценности, традиции и опыт многих поколений. Эти все понятия объединяются в одну сложную систему под названием «культура». Крымским татарам, учитывая вызовы прошлого, было невероятно сложно сохранить свою идентичность. Однако, несмотря ни на что, сегодня в Крыму, на своей исторической родине, нашему народу удается развивать свою уникальную культуру. Обеспечением профессиональными кадрами, в том числе по языковой направленности, занимаются наши ведущие вузы КФУ имени Вернадского и Крымский инженерно-педагогический университет. Активно действует медиацентр имени Каспринского. Важнейшими составляющими в деле сохранения крымско-татарской культуры, безусловно, являются театр и музей. Россия – огромная держава, состоящая из соцветия самых разных народов. Поэтому государственные программы, направленные на укрепление межнационального мира и согласия, имеют фундаментальное значение. Ключевая составляющая в этом звене, конечно, это родной язык. В этой связи большое значение имели принятые 25 июня Государственной Думой поправки в Закон об образовании. Ими устанавливается, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального, общего и основного общего образования обеспечивают возможность обучения на родных языках. В начале этого года был создан Совет крымско-татарского народа при главе республики. Такая консультативно-совещательная структура призвана вывести на более качественный уровень взаимоотношений между крымскими татарами и властью. Члены Совета проводят постоянный мониторинг всех ключевых проблем и находятся в постоянном контакте с людьми, в том числе путем систематических выездов в регионы. Значительные преобразования летом этого года произошли в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре. В частности, был уволен его директор, проработавший в нем без малого 30 лет. Данная, казалось бы, обыденная для государственного учреждения кадровая рокировка очень быстро стала приобретать политический подтекст. Почему-то именно из Киева, из уст людей, не имеющих никакого отношения к театру и его судьбе, стали звучать абсолютно необоснованные заявления о скором закрытии театра. Он жил, живет и будет жить, вне зависимости от воли киевских политиков, которые уже многие годы под любым предлогом пытаются хоронить все крымско-татарское. Подобную же истерию пытались разжечь на фоне увольнения главного редактора еще одной государственной структуры – газеты «Яны Дунья». Принципиальной позицией руководства республики и федеральных структур является поддержка всех национальных культурных центров, включая, безусловно, и крымско-татарские. Поэтому никакой угрозы развитию нашей культуры нет. А насколько она будет процветать, зависит прежде всего от каждого из нас. Исмет ага, если строить нашу беседу из принципа из частного к общему, точнее из общего к частному, да, вот принцип дедукции, что называется, как мы можем в целом характеризовать современное состояние крымско-татарской культуры? Это всем ясно, что мы в годы депортации понесли невосполнимые потери, ушли носители культуры основные, то есть, и, к сожалению, и это во всем сказалось. И в культуре, в искусстве, и в языке. Мы утеряли некоторые, и сейчас теряем некоторые диалекты крымско-татарского языка. Это наше богатство. Тот диалект, на котором написан Кодекс Куманикус, к сожалению, уходит из жизни. Но, в общем, конечно, то, что сумели наши старшие товарищи сохранить, мы пытаемся сейчас это донести до мировой общественности, что мы есть, что мы будем, как сейчас было сказано. Где-то в чем-то мы, если сравнивать довоенный период развития культуры в Крымской ССР
и современное состояние крымской культуры Республики Крым, где-то в чем-то мы немножко ушли вперед. Как это странно не звучит, то есть до войны мы не имели библиотеки национальной, а после войны мы ее создали. Вот, недавно отмечали 28. Да, 28 лет. Это было когда-то филиал городской библиотеки на улице Ленина из одного специалиста Айдера Эмирова. Потом мы постепенно из филиала сделали нашу национальную библиотеку, создали. Также речь идет, что у нас был один государственный ансамбль песни и пляски крымских татар вместе с оркестром, штат которого составлял 82 человека. Сегодня мы имеем 2 полноценных ансамбля государственных, филармонических в составе Крымской филармонии. Это ансамбль Хайтарма, ансамбль Крым. Ансамбль Крым мы создали тоже в 90-м году, 29 октября. То есть тоже после войны как бы наше достижение. Тоже касается и музейной работы. У нас не было музея в Симферополе. У нас сейчас какой-никакой, но полноценный музей есть. То есть мы создали школу, создали школу, где мы воспитали плеяду своих музейных работников крымско-татарских за эти, сколько лет уже? Ну да, с 90-го года, да, 20 лет. У нас есть нормальный, полноценный музей. То, что касается площадей, это все решаемо, как раз на это направление мы движемся, и об этом лучше, конечно, София Ханум скажет. Да. То есть где-то, если у нас до войны в области культуры профессионально работников вместе с артистами, в театре работало в 1941 году 47 человек, сегодня 147 или еще сколько-то, насколько-то больше, я точно сейчас не могу сказать, забыл. В численном исчислении профессиональных работников культуры крымско-татар в Крыму работает сегодня примерно, нас стало где-то, может, на 50-70 тысяч больше, чем до войны было. В 3-4 раза больше работает. То есть в процентном соотношении все равно больше? Да, 3-4 раза больше. Если до войны это была цифра где-то около 300 человек, вместе со всеми библиотекарями, клубными работниками, артистами ансамбля, театра, то сегодня это за 1000, далеко за 1000. То есть, если сравнивать в этом отношении, конечно, мы продвинулись вперед. Были, конечно, то, что мы это создали, это было такое, это было создано в основном в 90-м. Театр создавали, вы знаете, когда. Это инициативная группа из наших корифеев, то есть старых актеров, артистов, Рамитля Ильяса Бахшиш, Аким Джемилев Рамитля, Шадитанова Рамитля, и Сулейман Умеров, и Мирем Ибраимова. Они приехали в Крым. Тогда было создано Координационный центр возрождения культуры. Это первая легальная организация крымско-татарская после войны в Крыму. Я вместе с ними ходил на прием к Рощепкину, к Багрову, письма писали. И театр был воссоздан в 1989 году. Набрали штаты. Летом 1989 года работала комиссия отборочная в бывшем училище культурно-просветительном на площади Куйбышева. Отобрали артиста, набрали первый тогда курс в это же училище театральное. То есть и в апреле 90-го года был сдан первый спектакль «Арзукас». Вот в этом же здании, в котором сейчас находится театр, тогда назывался ДТТХ, Дом технического художественного творчества. То есть относился к системе профтехобразования. Директором был тогда Марков. И как бы по сравнению с тем периодом мы и больше после этого мы не смогли ничего создать при Украине. То есть период распада Советского Союза, и еще когда не было создано украинское государство, вот это новое, которое сейчас существует, киевские власти были в состоянии шока, и то, что мы тогда смогли создали, потом они не позволили ничего. Это вот на примере музея мы хорошо знаем, мы хотели и такой отдел открыть, и такой филиал открыть, потому что у нас памятников много, это весь Крым. Это наша национальная территория этническая, то есть когда-то было здесь государство,
наших предков, наша страна и история сохранилась. И мы хотели... А вот они сегодня как-то так позиционируют себя в качестве друзей крымских татар. А почему они не давали развиваться нашей культуре на протяжении независимого периода Украины? Нет, ну там была четкая установка, которая... Я часто была в Киеве, такое отношение было как к какому-то экзотическому фрукту. Похлопали по плечу сюда. О, наша, младший брат, младший брат. Все сводилось, все спускалось на тормозах. Процесс четкий шел. Нас разделить, ассимилировать, и чтобы вопрос этот не стоял больше никогда. Понятно. Перед Украиной. Гульнара Наримановна, ключевую роль для нас играет, безусловно, язык. И вот в сюжете тоже было сказано о том, что летом этого года были приняты поправки в федеральный закон об образовании. Эти поправки непосредственно касаются средней школы, школьного образования. Какие перспективы открываются сейчас для ребят, для самих родителей? И что, собственно, дает эти поправки, этот закон для нас, непосредственно крымских татар? Салям алейкум, сайкалы ветандашлар, большое спасибо телеканалу Милет за тему, которая все-таки связана, на мой взгляд, прежде всего с проектом Возрождения. Среднее образовательное учреждение, 44-я школа, это 1000 учеников, из них 18 классов начальной школы, из них 6 классов с крымско-татарским языком обучения. Из этих 6 классов, как ни парадоксально, собственно говоря, половина из них, 10%, лица не крымско-татарской национальности, пошедшие в крымско-татарский класс. Это настолько удивительная история. И когда родители в свете последних постановлений приходили в этом году и зачисляли своих детей в нашу школу, им представляется возможность либо с изучением крымско-татарского языка, либо с обучением. Обучение на крымско-татарском языке, возможно, было открыть и 3 класса с крымско-татарским, но мы открыли 2, потому что наши представители нашей национальности не изъявили особого желания обучать ребенка на крымско-татарском языке. Но места в этих классах заняли иные русскоязычные нации. Там и русские, там и дагестанцы, там и чеченцы, и все кто угодно. Это как-то глубоко впечатляет. Поэтому я надеюсь, что перспективы у начальной школы серьезные, условия для этого предоставлены полностью, и учебники, замечательные учителя. В начальной школе в крымско-татарских классах в 4 работают и учителя с высшей категории. Это достаточно интересная деятельность, деятельность одержимых людей. То, что касается основной школы, старшей. На сегодняшний день, последний в свете, опять же, постановления, последний учебный план, который был выдан нам на реконструкцию, на дополнение учебных часов, гласил о том, что мы можем выбрать количество часов либо по родному языку обучения, выбрать родной язык, во-первых, как предпочтение, либо выбрать иностранный язык, потому что в этом году предлагалось 2 иностранных языка, английский, в частности, и немецкий. Но в силу того, что у нас большинство родителей волеизъявления крымско-татарские, мы, собственно говоря, лишились 2-го языка немецкого и предпочли крымско-татарский язык и выбрали и название предмета. Теперь гласит крымско-татарский язык и литература. В нашей школе 87% детей лица крымско-татарской национальности. Поэтому, наверное, собственно, и предпочтение этим и вызвано. Крымско-татарский язык и литература – это цифра серьезная. Ни в одной школе нет такой цифры. 4 часа в неделю. Это достаточно, собственно говоря, для всей школы. И, на мой взгляд, родители счастливы. Конечно, это было их волеизъявление. Счастливы родители основной старшей школы. Объясню почему. Потому что в основном дети были собраны с других школ. И первый год такая возможность вообще появилась именно в связи с тем, что вышло данное постановление, указ президента, и, соответственно, такая возможность обучаться крымско-татарскому языку в таком объеме не было никогда у нашего народа, это однозначно. Ни на территории Украины, ни в каких других исторических, так сказать, событиях, в которых мы побывали. И я надеюсь, что это, в принципе, обретет какие-то дальнейшие формы и перспективы. Не учим немецкий, зато учим крымско-татарский. И кроме того, что крымско-татарский язык, еще и крымско-татарская литература. Я надеюсь, что, в общем-то,
это и есть проект возрождения для наших школьников. У нас сегодня в студии Зарема Ханум Меджитова, учитель начальных классов с крымско-татарским языком обучения. Зарема Серверовна, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о тех программах и о тех методиках, которые вы используете в работе с детьми нашими. Да, возьмите микрофон. Да. У нас в начальной школе, конечно, как говорит Гульнара Наримановна, очень много всяких условий, скажем так. Во-первых, мы очень оснащены, у нас есть все для успешной работы, для успешной успеваемости. И кроме того, мы пользуемся программой Аблетипова Айдероджа. И эта программа располагает нам всеми возможностями, которые мы изъявляем. То есть в этой программе она, во-первых, идет для родного и неродного языка обучения. Я, как учитель и начальных классов и крымско-татарского языка, я преподаю как в своем родном национальном классе, да, также и преподаю в классах с изучением крымско-татарского языка. То есть и мы можем выбрать достаточное количество тем, мы можем внести свои какие-то изменения, но немного. Но в принципе на сегодняшний день у нас есть все. У нас есть учебники, у нас есть методические пособия, у нас есть программы, и мы можем, самое главное, самое основное, давать то самое детям, которые мы не могли, конечно, дать несколько лет назад, скажем так. На сегодняшний день это намного успешнее, намного плодотворнее, скажем так. Наши дети участвуют в различных конкурсах. Конкурсов у нас тоже немало. Мы стараемся, мы показываем себя. То есть, и самое важное, что наши дети, будучи уже такими маленькими, им это все нравится. Они чувствуется этот отросток, да, скажем, фидан, который есть в этих детях, и они прям скажешь им, идешь участвовать, будешь участвовать, да, конечно. И все это, конечно, располагается все с базы, с фундамента, да, то, что мы имеем, наши условия работы, и эти условия предрасполагают нам идти дальше, развиваться, как вы говорите, возрождение. Мы стараемся, а дети нам отдают то, что мы даем. То есть, спасибо. Да, спасибо вам огромное. Сегодня в гостях у нас также Лимара Талятовна Сейдаметова, учитель крымско-татарского языка и литературы. Я так понимаю, вы в старших классах с более старшими ребятами работаете. В этой категории нужна совершенно другая методика. Их лучше стимулировать, как-то подталкивать к каким-то результатам конкретным, которые можно, собственно, чем-то измерить или чем-то доказать. Насколько мы знаем, ваши детки очень активно участвуют в различных конкурсах. Расскажите поподробнее, какая система участия и чего достигли ваши ребята? Значит, дети участвуют у нас в олимпиадах, начиная со школьного этапа и доходя до региональных этапов. Участвуют в конкурсах исследовательских работ, такие как «Хрыменом ветаном», «Айле Дегерли Клера». Здесь идет развитие творческих способностей детей именно с помощью родного языка. Спасибо большое. Лимар Уджа, собственно, родной язык является для нас ключевым фактором. Как изменилась востребованность, скажем, уровень востребованности крымско-татарского языка за последние годы? И, собственно, как сейчас работает система обучения крымско-татарского языка? Я хочу сказать, что кроме поправок к основному закону об образовании, в этом году был принят важный федеральный закон о родных языках. Он предполагает обязательное изучение родных языков и включение их в учебный план. Если при Украине родителям говорили писать заявление, то есть хотят они изучать язык или нет, волеизъявление заключалось в этом, то сейчас мы имеем закон, на основании которого родной язык должны изучать все. И волеизъявление родителей связано прежде всего с тем, что они считают родным. К сожалению, население мало информировано о том, что летом приняли этот федеральный закон. На самом деле мы принимали активное участие с московскими коллегами в разработке различных учебных планов, которые будут реализованы еще в Российской Федерации. Но хочется обратить внимание на то, что этот закон, он действительно
увеличивает количество часов по крымско-татарскому языку, то есть растет спрос на преподавателей крымско-татарского языка, особенно для начальной школы. Вот много раз из-за Бугурья в этом году акцентировали внимание на то, что там не открывается, тут не открывается. На самом деле в этом году многие пытаются повернуться лицом к этой проблеме, чтобы открывать классы, но мы испытываем очень большую нехватку кадров для начальной школы. К сожалению, это действительно большая проблема. В общем сказать, есть проблемы немножечко с крымско-татарским языком как государственным, но сейчас Совет крымско-татарского народа при главе Республики Крым при поддержке Государственного комитета по национальностям проводит большой лингвокультурный мониторинг. Мы получили информацию по всем существующим учебным заведениям Республики Крым. И сейчас мы готовим экспертное заключение для того, чтобы глава Республики Крым принял решение по наболевшим вопросам. Причем здесь мы охватываем уже, то есть поднимаем вопросы не только изучения языка и обучения на языке, а мы говорим и о необходимых компонентах. То есть это дошкольная подготовка, это наличие внеурочного образования. То есть мы не говорим о факультативах, но мы говорим о кружковой работе в учебных заведениях, мы говорим о мотивации. То есть на самом деле сейчас открываются большие перспективы. Ну и я тоже вот присоединилась бы к директору 44-й школы и сказала бы о том, что наш народ должен быть несколько активнее. Активнее в том плане, что сейчас мы получили все механизмы, и теперь нужно вот реализовывать свои желания. Потому что мы крымские татары, родной язык крымско-татарский, именно он нам позволяет себя идентифицировать как часть Крымского полуострова, как коренной народ. И я хочу сказать, как бы мы ни стремились говорить на других языках, все равно нашу ментальность развивает наш родной язык. И я скажу то, что говорю обычно: если вы хотите, чтобы ваш ребенок был лидером, позвольте ему думать на родном языке. Я хочу, да, пожалуйста. Да, как раз я свое личное хочу ощущение, мнение сказать по поводу состояния языка. Вот если в 2011, 2012, 2013 году, когда все наши старания придать крымстарскому языку в Крыму статус регионального языка, согласно какой-то там Европейской конвенции с меньшинством, увенчалось успехом, и нам всегда отказывали, и так нагло отказывали, я считал, как бы, что ребенок больше мертв, чем жив. Сейчас, после того, как мы вернулись в состав Российской Федерации, я считаю, что вот этот вопрос с мертвой точки сдвинулся. Идет небольшое такое, но поступательное движение вперед. Это мое ощущение, как бы человека, который уже здесь около 40 лет живет, и это ощущаю физически. Саид Ильича, деятельность медиацентра имени Гаспринского, она направлена на поддержание периодических изданий, в том числе газет, журналов на родном языке, а также литературы об истории, культуре самых разных народов Крыма. Как вы считаете, насколько на сегодняшний день актуальна подобного рода литература и какую роль она может играть в деле сохранения нашей культуры? Ну, сегодня действительно в рамках государственной программы, да, по поддержке издания литературы на родных языках «Крым. Территория межнационального согласия», она направлена и не только на издание литературы на родных языках, она направлена, по моему мнению, и на сохранение единства народов, которые проживают на территории Республики Крым. Она направлена на вот это развитие этнического многообразия народов. Но, конечно, самое главное – это то, что мы делаем сегодня. Книга, по моему мнению, она должна быть, она и есть, собственно говоря, то, что формирует, да, личность человека. Потому что только читая, человек может научиться мыслить. Мы все знаем, что сегодня, конечно, информационное поле, оно такое огромное, телевидение заняло основное пространство, да, но интернет, да, при просмотре просто фильма человек, он просто смотрит красивые картинки, и на этом все заканчивается. И только при чтении книг человек остается человеком, он мыслит, он думает, он развивается, он формирует свой язык, он формирует свой словарный запас, поэтому читать, конечно, нужно обязательно.
При этом книга, конечно, должна в первую очередь быть качественной. Я не говорю за художественную литературу, потому что в медиацентре выходит высококачественная литература. Она касается жизни народов, культурного наследия. И поэтому мы сегодня можем гордиться такими книгами. Это «Народы Крыма», «Греки Крыма», «Крымчахлар» и многие другие. Также те книги, у них не только начинка, да, такая познавательная, но и само качество книг. Поэтому если мы сегодня утратим способность мыслить, сопереживать, читая книги, то мы, наверное, просто перестанем называться людьми. Поэтому, конечно, это основная деятельность медиацентра. И у нас сегодня вышло уже 8 книг, 2 книги еще мы делали презентацию, 2 книги вот прям буквально на этих днях пришли, на торгах у нас около 8 книг, и вот ждем, как торги пройдут еще. То есть 24 книги это запланированные, которые выйдут в этом году, и еще около 10 книг, которые планируется, если у нас останется экономия средств, то мы тоже издадим. Среди них вот такая книга сейчас, вот она уже скоро увидит свет. Это Крым Мамута Чурлу, то есть то, что несет ценности в себе такие, да, и будет знакомить не только представителей народов, которые проживают в Республике Крым, но и я думаю, что эта книга станет визитной карточкой крымско-татарского народа. Да, Саида Абрикина, у нас сегодня главные редакторы ваших структурных подразделений в гостях. Давайте передадим им слово. Сиран Сулейманов. Сиран Бей, ваше издание выходит на нашем родном крымско-татарском языке, учитывая вот то информационное пространство, очень интенсивное, в рамках которого мы живем. Как вы формируете те темы, которые вы считаете необходимым освещать на ваших страницах вашего издания? Что вы считаете актуальным наиболее для того, чтобы в вашем периодическом издании освещались те или иные моменты и проблемы нашей жизни? Мүмкін olsa, мен Крым татар тілінде жауап берeceğim. Belli ki bu yıl bizim gazetamız 100 yılını kaydetmekte. 100 yıl içinde halkımız ana tilinde gazetani çıkarıp yani dünyana birinciden halka hizmet etip gelmekte. Edebiyat, medeniyet, sanat, din ve ilahire gibi mevzular daimi surette bizim gazetamızda aydınlatıla. Şimdi gazetamızın eski sanlarını, bugünkü sanlarını alsak, bu bizim milli medeniyetimizin bir yılnamesidir. Gerçekten de en kıymetli материаллар, en kıymetli kadriyetlerimiz öz aksini bizim gazetamızda taptılar. Ve tabii ki 100 yaşını doldurgan son biz öz işimizni to'xtatmak niyetinde değilmiz. Mutlaka oge bakamız, ileri adımlar atacakmız. Şimdi gazetamızga yanı hadimler geldiler. Yanı planlar işlep çıkarıldık. Elbette ki internette daha ziyade biz çıkacağımız bütün dünyaya imkanı olacak bizim vatandaşlarımız okumak için. Onun için mevzular aytkanım gibi halkımızın derdi, halkımızın kuvancı, bütün şey bu gazetamızda aydınlatıla. Sağ olunuz Сиран аға. Эльвина Ханум Мамутова, главный редактор газеты «Мераба». Эльвина Ханум, как вы формируете вашу повестку дня и поддерживаете ли вы обратную связь с вашими подписчиками? Ассаляму алейкум. Наша газета выходит на 2 языках. Деятельность нашей газеты в первую очередь направлена на формирование достоверной информационной среды и гармонизацию межнациональных отношений в обществе. Обратная связь с читателями, я считаю, что это один из главных аспектов любого информационного издания. И именно читатели нам должны диктовать и подсказывать, на что мы должны обращать большее внимание в формировании наших выпусков в будущем. И также я хочу сказать, что у нас тоже есть страница на крымско-татарском языке, где мы тоже стараемся осветить и культуру, и жизнь крымско-татарского народа именно на родном языке. Дилявер Гаусманов, главный редактор журнала «Йылдыз». Какие цели вы ставите перед вашим изданием и что, собственно, отражается на страницах вашего журнала? Bizim esas maqsadımız bu Krım Tatar tilini saqlab qalmaq, onu inkişaf ettirmek ve teraqqiyatını devam etmek. Bizim mecmuamızın etrafında esasen yazıcılar iştirak edeler.
yazıcılar, sanatçılar, medeniyet hadimleri. Bizim rubrikalarımız 30'a yakın rubrikamız var. Anda hem gençler, hem orta yaştakilerin icatları, hem profesyonel yazıcılarımızın eserleri basılıp gelmekte. Bu yönde ane bizde. Ama bundan gayrı bizde diaspora hayatından materyallar basıla. Medeniyet ve sanat rubrikamız var ve başka böyle şeyler işte. Bugünkü günge biz 246 san çıktı, 42 yılda 246 sanı çıktı jurnalının. Yılda 6 sanı çıka bu bizim mecmuamızın. Men bir şeyde toxtalmak ister edim. Biz bugün medeniyetinin inkişafı hakkında aytamız. Bu inkişafın tübünde olsun teatr, olsun bizim matbuatımız, olsun muzeylerimiz tek tilimizin tilimiz temeldir. Eğer tilimizni saqlab kalmasak, onu inkişaf etip olamasak, gerekli derecede bizim balalarımız okup olamasalar, mekteplerde Kırım Tatar tilini okumasalar, demek gelecekte bizim temelimiz sarsılacak. Bugünkü günde vaziyet bunu hem gösterir ki. Bir zamanda bizim tirajımız mesela 1600 olsa bugün bayağı eksildi. Ve böyle etip yavaş yavaş biz nege kelebilemiz? Biz mekteplerini aytamız. Bizde okuyucuların, mekteplerdeki okuyucular bizim temel bazamız olmak gerek. Onun için mektepten başlamak gerek til meselesini. Bugün bizim hocalarımız, bugün bizim talebelerimizin sanı esasen böyle kararıyla alganda 30-36 bin arasında. 180 bin bizde talebe, 180 bin talebe mekteplerde okuyor. 36%'ını alsa bu en azında 20% talebeler. Demek mekteplerin sanı en azında 15-20% olmak gerek. En azında. Onun için elbette birinciden tilge münasebetimizi değiştirmek gerekmiz. Ana babalar, hocalar, bizler hepimiz tutunmasak tilimizge, ne muzeyimizge gelecek adam olacak, ne teatrımızge, ne bizim abunecilerimiz artacak. Чоксагу, спасибо большое. Исмет Ага, ну давайте коснемся, наверное, такой самой щекотливой темы нашей сегодняшней дискуссии. Летом этого года в некоторых средствах массовой информации, в социальных сетях очень бурно обсуждались те события, которые происходили в нашем крымско-татарском музыкально-драматическом театре. С чем это было связано и как себя сегодня чувствует наш театр? Ну, не летом, все это началось где-то с 3 августа. В этот день был уволен директор театра, очень талантливый актер, талантливый режиссер Белялов. Уволен был за финансовое нарушение. Работала там счетная комиссия, работала финансовая комиссия, наши нарушения. Это послужило поводом для увольнения. Это бывает как бы в каждом театре, если вы знаете, в Крыму у нас в Симферополе 4 театра. И в этом году поменялся театр, и в Русском драматическом театре поменялся директор, тоже летом. Несколько лет назад поменялся директор в театре кукол. А в прошлом году, ну, по трагической причине, поменялся директор в музыкальном театре Крыма. Ну вот в этом году поменялся директор в Крымско-Татарском театре. Это естественный процесс, это бывает со всеми. Вы можете поменять работу. Я когда-то работал, абсолютно. Меня увольняли, и это естественно. Почему как-то, ну бывает не у всех, правда, это какие-то личные, может, черты. Привыкание к государственному объекту, как, что бы это ни было, это или предприятие, может быть, это может быть театр или еще какое-то. Какое сращивание происходит? Нет, привыкание, что это как бы по наследству от родителей перешло. Это государственное учреждение. Там директор принимает государственную работу и увольняет по разным причинам. То есть из этой трагедии делать не стоит. Но так подали, как бы, что человек 30 лет возглавлял театр, не 30, чуть более 23. Что он его создал, он спас культуру, спас театр. Ну, это же не так. Я только что говорил, что был создан Координационный центр по возрождению государственной культуры, и вот эти наши старые актеры, ну, недолго, несколько раз пошли на прием к Рощупкину, к Багрову, Царство Небесное. И, к счастью, жив сегодня Вячеслав Петрович Пересунько, тогдашний начальник областного управления культуры Крымской области, который этот вопрос решил.
В 1989 году. Театр крымско-татарский был воссоздан. Штат был набран, и при постановке очень помогали нам покойный Новиков помогал, как режиссер, Аносов. Без их помощи мы бы не обошлись тогда. Поэтому был успешный процесс воссоздания театра, прошел очень успешно. То есть был назначен новый директор театра. И тут же как бы наши друзья, или не друзья, я не знаю, стали распространять слухи, что это завхоз, что это там, не знаю, извините, чуть ли там не уборщица. Пусть успокоится. Человек в 1986 году закончил институт, Киевский институт, театральный институт, по специальности режиссер в 1986 году. Когда еще многие наши актеры, которые это говорили там, ну, еще не родились. Не то, что актерами не были, еще не родились. Ну, как бы некорректно так говорить. Человек замечательно знает систему театральную, театральное дело. Я считаю, что на своем месте. Ну, время покажет, как она будет работать. Поменялся, то есть должность, которая была раньше в руках одного человека, директор-художественный руководитель, была разделена на две. Сейчас директор отдельно, и художественный руководитель театра тоже отдельно. Художественным руководителем стал молодой актер, ну, бывший молодой, Ильдар Джилилов. Тоже очень талантливый актер. У него очень много ролей в кино, в театре. Замечательный хореограф. То есть человек горит душой за национальный театр, за национальную культуру. Несмотря на то, что он работает. Вот сегодня, сейчас мы здесь с вами беседуем, они на гастролях в Оренбурге успешно проводят гастроли. Хотя наши друзья хотели сорвать эти гастроли. Тоже запретили, были использовать, считая, что это их постановка, ту постановку, которую готовили к гастролям, им пришлось быстренько освоить другое произведение драматургическое и ставить его сейчас там. Смитаха, сколько было сотрудников, сколько было актеров в театре до августа месяца и сколько их сейчас? Вы знаете, было проведено впервые вот я с марта 2002 года работаю в Министерстве культуры заместителем. Потом меня уходили при Могилеве. Я уезжал, работал за рубежом на телевидении и вернулся. У меня не было 2 года. Вот за это время, с перерывом, 15 лет, ни разу меня, как заместитель министра, не пригласили на общее собрание театра. Его просто не было, театра. Ни в художественный совет. То есть я был куратором прямым театра крымско-татарского с 2014 года для того, чтобы мой товарищ, бывший директор, мог занимать эту должность, а его супруга работать у нас, возглавлять управление искусств, как курирующий театр. Я был прямым куратором Крымско-татарского театра. Но я ни разу не пригласили ни на одну премьеру. Я намекал, я даже в Фейсбуке написал, там шла реклама премьеры, говорю, вы же говорите, не забудьте куратора пригласить. Куратор Нутман Чавармага, там лайк поставил мой друг, и посмеялся, но никто не пригласил все равно. То есть вот такое было. Это было как вотчина. Я к чему так долго, да. Было собрание вообще впервые коллектива трудового, на которое все руководство Министерства культуры пришло в полном составе. Министр, первый зам и три зама, начальники управления служб. Был очень хороший такой разговор, деловой, откровенный. Всем 4 раза министр повторила, Арина Владимировна, что никому не нужно уходить, все будут работать, никому ничего не грозит, театр никто не закрывает. Финансирование будет еще больше, чем было. Хотя, сейчас одну цифру приведу, среди всех театров, да, сейчас просто, может, мне это не надо делать, другие видятся, финансирование Крымско-татарского театра на одного человека работающего выше, чем среди всех театров Крыма. Выше было. Сейчас будет еще лучше. То есть все преференции были подтверждены, что все работают, все на местах. Но несмотря как бы на это их право, это их выбор. Люди решили поддержать своего лидера, они называют его лидером, написали заявление, ушли. Потом некоторые из них вернулись, вышли на работу, написали заявление, работают. Другие ждут, пока закончатся суды. Говорят, что вот суды будут выиграны, они вернутся. Ну, я не юрист, не знаю, чем может суд закончиться. Там, это уже как бы вопрос юриспруденции. В театре рабочая обстановка замечательная. Ну, лично у меня какие были претензии к Белялбею? Он все время как-то, он ко мне так снисходительно, выше меня ростом, по плечу похлопал, улыбался. Я говорю,
почему мы не используем произведения крымско-татарской национальной драматургии? Классику нашу, 30-х годов довоенную, и современные. Потому что вот ко мне и уважаемый Нузет Ага Умеров приносил свои работы, пьесы. Я к нему относил, не знаю, он читал их, не читал, но говорит, нет, она не пойдет. Хотя Нузет Ага с театром очень близко знакомый человек. Он в государственном Алматинском казахском театре проработал много лет, заведующим литературной частью. То есть он... в последнее время, особенно, ну, последние вот несколько лет, предпочтения давались таким водевильным постановкам, очень, я считаю, узбекских авторов. Там юмор хороший, но я вот не узбек, я не понимаю этот юмор. Это наш менталитет крымско-татарского не подходит, этот юмор. Да, Исмет Ага, вы тут вспомнили про наших недругов, да, и их реакцию, которая развернулась на фоне событий в театре. Ну, давайте, чтобы не быть голословными, посмотрим, как это все было. Із актора в директори Ельдар Джелілов може очолити Кримсько-татарський музично-драматичний театр замість Біляла Білялова. А он, наверное, с удовольствием согласился. Ну, флаг ему в руки. Білял Білялов 30 років працював художнім керівником Кримсько-татарського театру, а цьогоріч, 7 серпня, був звільнений. Йому закидають начебто адміністративні порушення та фінансові махінації. Після оприлюднення наказу про звільнення на захист директора став увесь колектив театру. Актори висунули ультиматум – не працюватимуть без Білялова. Вот интересная у них такая логика. Значит, актер не может стать, собственно, директором театра, а вот ведущая, допустим, развлекательного ток-шоу «Шерфе Фешн», она может стать заместителем министра информации Украины. Ну, очень странная логика. Лимар Оджа, как вы, собственно, расцениваете вот всю эту ситуацию и как вы расцениваете то, как они ретранслируют те события, которые у нас здесь в Крыму происходят? И в частности, вот по ситуации с театром. Ну, на самом деле они просто понимают свою беспомощность в этой ситуации. И, честно говоря, ну, это, наверное, политика Меджлиса продолжается в этом плане, что люди не понимают, что специалисты, которые занимаются профессионально своей деятельностью, они имеют право на карьерный рост. И когда Эльдарбею говорят, что он молодой, непрофессиональный, или вот мне совершенно не понравилось, я была разочарована, когда актриса театра имени Джевдетова сказала, что она там не уважает, или Луиза Ханум, кто-то сказал из них, а как можно не уважать? Он ваш коллега, он заслуженный артист Крыма, он имеет высшее образование. А молодость – это такой порог, который очень быстро проходит, извините меня. Тем более мы вот как совет крымско-татарского народа, мы наблюдаем за его деятельностью. Он старается, он действительно старается. А когда говорят о том, что он не может быть руководителем, он художественный руководитель. Насколько я помню, вот у меня есть такая информация, что Билялу Билялову предлагали быть художественным руководителем. Ему не говорили уходить из театра. 3 раза. Но он хотел быть директором, то есть иметь возможность распоряжаться финансами. Насколько я знаю, в России очень такой подход к творческим учреждениям, к науке, например, что есть некий менеджер и есть люди, которые творят. Так вот, Меджиде Ханум, который имеет 2 высших образования, причем там очень хорошие вкладыши, образования, полученные в Советском Союзе. Я Меджиде Ханум знаю только по откликам нашего замдекана по воспитательной работе на факультете. Почему? Потому что много лет именно она организует участие студентов, посещение студентами театра. И вдруг женщина, которая столько лет плодотворно работала, ее функционал абсолютно не поменялся. И мы слышим, поменялось только название должности. Должности, раз там разделили, значит, тут поменялось название, она стала директором театра. И вы знаете, меня поражает вот какое-то такое лицемерное отношение к своей, вот представителю своей национальности. Соплеменник. Соплеменник, да. Вот ватандаш у нас есть такое слово, очень так вот. Почему? Ну, потому что они привыкли к комфорту в тени Биляла Билялова. Их мало, этих людей, их на самом деле немного. Они привыкли к комфорту. А я хочу задаться вопросом. Вы говорите, что вот
Он для них лидер. Да он не лидер. Они просто вот привыкли, бывает, пиявка так садится, и она высасывает кровь, и ей комфортно. И я хочу сказать, что... А почему комфортно? Потому что они... попрали право вообще многих сотрудников театра. Не секрет, что многие сотрудники театра получают маленькую зарплату. В то время как те люди, которые сейчас защищают свой комфорт, они получали зарплату во многие разы больше, и стимуляция была больше. Почему мы не говорим, с чем связаны финансовые нарушения? А у нас, мы мусульмане, у нас есть такое понятие защита своего права, материального права, защита своей чести и достоинства. И вот когда это право попирается, Аллах не прощает этот грех. А тут получается, что все 23 года Билял Билялов был некоторым деревом, в тени которого вот эти люди шиковали. В то время, когда, извините, другие не могли никак реализоваться. Мне буквально несколько дней назад позвонил пожилой человек. Я когда-то я жила в Джанкое, и в Джанкойском доме культуры занималась танцами, когда была ребенком. Так вот, этот человек у нас был руководителем. Я говорю об актере Расиме Юнусове. И почему я об этом говорю? Расим ага уволили 4 года назад, в день смерти его супруги. Воспользовались его вот таким положением и уволили. Сказали, что он не соответствует должности. Я имела честь быть знакомой и с Айше Дитановой. Я имела честь быть знакомой с Ильясом Бахшишем. После 8 класса я приезжала, если помните, открывалось отделение режиссуры культпросветучилища. Тогда Ильяс Бахшиш посмотрел на мой аттестат, сказал: вот иди доучись и потом придешь, потому что я училась хорошо, и они сказали, нам такие люди тоже будут нужны. И я к чему это говорю? Расим ага Юнусов 13 лет ездил из Джанкоя сюда, в Симферополь, чтобы поднимать наш крымско-татарский театр. И он действительно актер. Многие считают, что в крымско-татарском театре проходят концерты, и это главная задача крымско-татарского театра. Нет. Задача Крымско-татарского музыкально-драматического театра – это развить нашу музыкальную драму. У нас должна появиться опера, у нас должна появиться своя оперетта. Для концертов у нас есть эстрадные коллективы, правильно сказала Исмет ага. У нас есть Хайтарма, которую Башланос, но я так скажу, наверное, откровенно, ее угробили после Советского Союза. Это был единственный ансамбль, который сплотил и объединял наш народ в такое тяжелое время. Что сделали? Мы будем говорить откровенно, что те, которые сейчас из-за бугорья кричат о том, что театр разрушается, они в свое время уничтожили Хайтарму. И Февзи Билялов, и Урье Керменчикли. Они все оказались вообще в Евпатории и ушли, можно сказать, с большой сцены, из поля зрения только благодаря им. Они угробили ансамбль Хайтарма. И сейчас они хотят показать, что в новое время здесь то же самое происходит. Неправда. Неправда заключается в том, что актеры понимают многие, что они сделали жест в поддержку лидера. Вы знаете, если человек лидер, он никогда не говорит «хватайся за меня». Если человек лидер, он говорит: ты должен созидать во имя своего народа. Крымско-татарский театр – это созидание во имя народа. Лимара Уджа, известная крымско-татарская певица Эльзара Баталова на своей странице в Фейсбуке написала такое поздравление, пост поздравления с назначением Эльдарбея. Там в комментариях развернулась просто целая дискуссия, такая интернет-война. Давайте просто определенные вырезки отсюда посмотрим, для того, чтобы проиллюстрировать весь тот накал, который они, собственно, сотворили. Пожалуйста. Эльзара Баталова поздравила Эльдара Джалилова с назначением на должность художественного руководителя Крымско-татарского театра в Фейсбуке. Этот пост стал площадкой для громких заявлений. Очень многие пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, но мы бы хотели зачитать мнения следующих людей. Низами Ибраимов. Создавай систему, при которой в случае, если тебя уйдут, не было кризиса. Чтобы театр был живой организм, способный работать. А ситуация, когда если он уйдет, то все рухнет, это авторитаризм, типа сталинского. С особой злостью комментировал Эдем Дудаков. Он переходил к личным оскорблениям и всячески пытался доказать, что крымско-татарский театр – это Билял Билялов, и никак иначе, и что с его уходом все пропало. Эдем Дудаков. А может наоборот, может коллективу надо было проявить сплоченность и так противостоять несправедливости.
Пополнить театр новыми актерами тоже будет непросто. Специфика своя, языковая, носителей языка все меньше. Вы не носитель языка, Эльзара Ханум. Обращался он в комментариях к Эльзаре Баталовой. А вот как комментирует ситуацию Ахтем Ситаблаев. Вы, надеюсь, понимаете, что меня сложно заподозрить в особых симпатиях к Белялу Белялову. В 2004 году и Шевкет Сейдометов, и я ушли из театра именно из-за конфликта с ним. Стратегия Эльзара Баталова, на мой взгляд, в том, чтобы суметь вернуть ушедших, как мне думается, если ты говоришь об объединении. Стиль управления Беляла Белялова отчасти и привел к нынешнему расколу. Насчет кто с кем сотрудничал, как, почему и зачем, время все расставит на свои места. Насчет перевести театр в Киев не уверен. Создать школу-студию – да. Диляра Анафиева. Асие, Селям. Мы, конечно, рады за своего сотрудника и поздравляем его. Тебя это обидело? Театр продолжает работать, а вы срываете открытие театрального сезона. Я, если честно, не вижу логики в вашем поступке. То вы пишете жалобы на шефа, чтобы его уволили, то твердите обратно. Я в ваших интригах никогда не участвовала, ты же знаешь. И длится это уже годами. Оценка деятельности Беляла Белялова была также дана и Эльмаром Аблаевым. Он пишет. Эдем Дудаков. Преемственность нарушилась гораздо раньше, когда одним утром, придя на работу в свой кабинет, не был допущен художественный руководитель театра Ильяс Бахшиш. По-хамски был смещен. Да, сейчас, наверное, об этом многие забыли, но этой строки из истории нашего театра, к сожалению, не вычеркнуть. Когда была, по сути, вышвырнута из крымско-татарского Муздрамтеатра одна из его основательниц Айше Ханум Дитанова и вынуждена была, бросив свое детище, эмигрировать, уже тогда была нарушена преемственность Эдембей. И сегодняшняя разделение труппы было заложено самим Беляловым уже тогда, давно. Но как бы ни было, уважаемый Рифат Абдурахманович в любом случае не имеет права навешивать ярлыки посредственный-непосредственный. Это лично мое мнение, может кому-то и не нравящееся, но оно такое. Прошу знать, честь имею. Но в свое время и меня из этого театра ушел Белялов, и никто не встал на мою защиту, вернее, не мою, а справедливости. Но Белялову я не нужен был тогда. Я уже писал о том, как выкрали из института мое направление, чтобы не вернулся в театр. Как переведенные мной пьесы шли на премьеру, а в афише не писалась моя фамилия. Есть много что сказать Белялову и о Белялове. Но я для себя когда-то решил, что не я в театре, так театр во мне. А некоторые деятели крымско-татарского театра позволяют себе устраивать демарши, а не заниматься профессией. Это непозволительная фривольность. Нас не так много профессионалов, которые имеют полный цикл театральной школы. Но нас сегодня ни Ахтема Ситаблаева, ни Эльмара Аблаева в театре нет. Кто задался этим вопросом? Почему? И не Эдембею до такого решать, что такое театральная преемственность, а театр должен ставить спектакли, развивать драматургию, а не переводить то узбекские, то еще какие-то пьесы, а развивать свои. Вы говорите, гложет, а развитие нашего театрального искусства топталось на добралы той 30-летней давности, где хоть одна историческая постановка, где хоть один классик на сцене. В том-то и дело, что вы, разбираюсь в особенности в маневрах власти, а я в театральном деле. Лимар Уджа, как вы можете прокомментировать подобного рода дискуссию? Вы знаете, когда-то Рустем Муэддин мне сказал, что язык – это сливки, суть нашего народа. Yani bizim милletимizin моя сола. Так вот, я хочу сказать, что, как оказывается, вот я внимательно читаю, что Белял Белялов, он не только разрушил дерево, именуемое театром, которое создали наши именитые актеры, а он же на самом деле и сделал так, чтобы не развивался наш язык и наша литература. Потому что именно театр должен заказывать драму, которую пишут писатели. У нас, к сожалению, за последнее время ничего не написано. И, честно говоря, меня пугает, когда человек не имеет совести признать то, что он разрушитель, и дать дорогу созидателям. Нет, есть произведения, совсем недавно написанные, и Нузетом Умеровым, и Исой Абдураманом, и Рифатом Ситаблаевым, и Энвером Беляловым. Они есть, просто их не играли, не брали в репертуар. Если человек пишет в стол долго, он перестает писать. Вы правы совершенно верно. Заказ не находит отклика, тогда нет социального. Да, и получилось, что театр, который должен развивать наш язык, у нас нет среды коммуникации. Театр, он для детей должен быть кукольный. Здесь, понимаете, у нас почему-то люди думают, что театр – это песни, музыка и пляски. Да, нет, театр – это актерская игра, это
разделение зла и добра. То есть это посредством музыки, посредством текста литературного, посредством много, но это прежде всего игра актерская. А у нас народ вот сводит к тому, что вот мы только песни, пляски. Да нет, мы должны интеллектуально развиваться. Мы придем к тому, что и у нас будет, иншаллах, как в Казани есть Камаловский театр. И национальный театр – это философия национальной жизни. Конечно, а мы не видим эту философию. Я со Сметага согласна. Мы не видим ментальности своей, и мы не видим языка. Я сегодня просто просмотрела афиши, и я посмотрела, что там даже есть вещи, которые не свойственны крымско-татарскому языку в их построении. Да. И можно я еще добавлю? Говорят, что с приходом нового художественного руководителя появились русские постановки, что вдруг в театре у нас русские, там что-то так. Так вот, я хочу сказать, фестивали театров были всегда. Я об этом знаю. И Крымско-татарский театр делал постановки на русском и на крымско-татарском языках. И это очень хорошо. Театр должен быть открыт для разного зрителя. И при этом я хочу сказать, что важно, чтобы, как в других театрах, появился синхронист. И тогда, вы знаете, граждане не крымско-татарской национальности, а в России это традиционно принято. Они будут ходить в Крымско-татарский театр. И появится вот эта экономическая прибыль, отсутствием которой пугают вот эта странная команда Беляла. Мне стыдно. Лимара Ханум, очень тем более, стыдно. что оборудование для синхронного перевода в театр был подарен Татарстану еще несколько лет назад. Он есть. Но оно не использовалось ни разу. Сагулнес, я в первый раз об этом слышу, потому что я на каждом углу говорю, что я хочу, чтобы был переводчик. Обязательно. Есть. Это такое удовольствие. Да. Оказывается, у нас все есть, видите, а разрушители не дали этому реализоваться, к сожалению. Саидия Абликимовна, в рамках вашего структурного подразделения, к сожалению, тоже не обошлось вокруг такого ажиотажа, вокруг увольнения главного редактора газеты «Яңа Дунья». Как сейчас обстоят дела, собственно, в самой редакции? Какая там атмосфера и что там со штатом? Ну да, мы тоже не избежали, скажем так, ситуации такой. Но мне хочется отметить, что и сняли то, что вы показали, да, в сюжете Кара Денис Продакшн сюжет. Меня порадовало, знаете, что это не вызвало бурю такой, скажем, такого эмоционального отклика, а значит, все-таки, что люди, наши сограждане, крымские татары, все-таки они, значит, понимали, и Зера Ханум, она тоже понимала меру ответственности, потому что и все сотрудники газеты, и те, которые ушли, и те, которые остались, они видели, что деятельность медиацентра была направлена только на созидание, и никто абсолютно не чинил никаких там расправ или там тотального контроля. Вот, потому что газета, да, «Яңа Дунья» сегодня со столетним, скажем, прошлым. Сегодня не каждая газета может похвастаться, да, такой историей. Газета, которая пережила, да, и поменяла 3 раза язык крымско-татарский, но алфавит поменяла. Газета, которая увидела и депортацию, и смену, да, властей Советского Союза, и все, и при этом она плакала, смеялась, радовалась вместе со своим народом. Газета, которая стала фундаментом для всех наших крымско-татарских писателей, они все прошли сегодня через эту газету. И мне очень, вы знаете, я на самом деле горжусь своим коллективом, своими редакциями, и Мераба, и Яңа Дунья, Йылдыз, наш Крым, потому что, вы знаете, вот самосознание, потому что в первую очередь, ведь каждый руководитель, то, что было и вот сказано, но каждый руководитель должен понимать, он должен оставить за собой смену, которая поведет дальше за собой корабль. В любом случае, потому что это не наша частная лавочка, это все, что мы сегодня делаем, направлено на процветание нашего народа, на то, чтобы все это должно жить, должно процветать, и независимо от того, и это, да, и сменяются руководители, сменяются редактора, а идея, она должна иметь право на существование. Сегодня в коллективе абсолютно творческий и спокойный, размеренный ритм жизни.
Работают 7 человек, как и работала. Сулейманов Сиран возглавил газету, и все когда-то бывает в первый раз. Он сразу с первого дня взял бразды правления, у него все получается, подобрал штат. Сегодня Айше Кокиева, которая, да, имеет большой опыт работы, она работает в газете «Мираба», Яна Дунья. Бекиров Сервер Инверович, который тоже имеет огромный запас и литературных произведений, и то, о чем он писал. Мы набираем в штат молодых, потому что газета должна, да, обновляться, молодая кровь, она всегда нужна, и при этом они должны учиться у тех, у нас Бекиров Ирвин, та опора, на которой столб, да, на котором держится тоже, потому что и вот это должно происходить. И это нормально абсолютно. Поэтому как-то вот таким образом я считаю, что оно все движется как есть. У нас газета вместе с Госкомитетом и мною, мы готовимся к юбилею, значит, да, столетнего, это столетия. Это будет и круглый стол на базе КИПУ, на базе кафедры журналистики. Это будет конференция. Вот, тоже, где примут участие ученые, историки. Она будет в рамках столетнего юбилея, но, я так думаю, она будет ежегодная. Это будет первая и затем ежегодная, где мы будем решать наши насущные актуальные проблемы, будут выступать и журналисты, и историки, и по итогам конференции будет выпущен сборник медиацентром. Конечно, он будет не ринцевский, не ваковский, но он будет. Поэтому мы активно работаем. Я предлагаю еще включить в программу торжеств торжественный вечер в Национальном театре. Будет гала-концерт у нас, мы готовимся, да, поэтому. И вот уже направляем вам письмо. Да, Министерство культуры. Я плохой театрал, но я бы хотел с точки зрения просто человеческого аспекта, да, немножко вот 2-3 слова. Понимаете, я смотрю на эту ситуацию и очень четко вижу, что к моему огромному сожалению, появилась часть моих соотечественников, которым, в принципе, ну, пусть каждый из крымских татар задаст вопрос. Те, кто покинули Крым, те, кто сделали свой выбор и сожгли все мосты, какие только можно было сжечь, те, кто пошли на разного рода провокации, даже преступления. Хотят ли они мира, хотят ли они процветания, хотят ли они спокойствия, вот такого умиротворения, да, и роста нации внутри в Крыму. Пусть просто зададут этот вопрос и ответят, да или нет. Я думаю, что естественная, к сожалению, моему большому, ситуация радости для них — это вот как раз та ситуация, когда чем больше стона, крови, тогда получается, как бы вот они пределе и востребованы. Если здесь будет стабильность, мир и народ будет процветать, то их просто будут забывать. Вот, к сожалению, мы столкнулись с этой ситуацией. Пусть каждый это понимает и просто в дальнейшем делает вывод и просто воспринимает любую ситуацию, любую информацию, любой негатив, который идет, именно с этой точки зрения. Это факт. София Ханум, сегодня вот Исмет Ага тоже вспоминал, что музею в этом году сколько, 26 лет, с 92-го года, да, если я не ошибаюсь? 92-го года, ну, музей был основан как галерея, общественная галерея в 92-м году. После того, как прошла выставка, всесоюзная выставка крымско-татарских художников 90-го года, художники, это была такая общественная инициатива, порыв, можно сказать, они приняли решение, что надо оставить свои работы и создать такую национальную галерею. Эта галерея была, ну, как бы на общественных началах начала работать, но потом галерея преобразовалась в музей крымстарского искусства на правах отдела библиотеки Гаспринского. С 95-го это был филиал. А 14 декабря 1999 года было подписано постановление о создании отдельного юридического лица Республиканский крымско-татарский музей искусств. Так оно тогда называлось. И начиная с этого времени музей постоянно, то есть если он принял, к примеру, на начало своего создания где-то порядка 250 экспонатов, то сегодня это в десятки раз количество увеличилось. И, конечно, нужно сказать, что музей также играет очень большую роль в сохранении культуры, языка своего народа.
Потому что, изучая наши предметы материальной культуры, историко-культурное наследие, мы всегда абсолютно сталкиваемся, начиная с топонимики, с названия тех или иных техник вышивки, ювелирного искусства и так далее. Это вы себе не представляете, как увеличивает, приумножает богатство нашего языка, и я уверена, что вносит свой вклад в его развитие, потому что все эти моменты, все эти нюансы, они на самом деле имеют очень большие корни, глубокие традиции, это все очень важно для нас. И мы, конечно, стараемся, чтобы наш музей как можно больше имел возможности делиться вот всем этим своим богатством и наследием с нашими согражданами, с нашими соотечественниками. София Ханум, расскажите о ваших последних достижениях, в частности, о выставке, которая была посвящена вышивке крымско-татарской. Мы знаем, что была проделана огромная кропотливая работа совместно с Российским этнографическим музеем Санкт-Петербургским. Каково значение этой экспозиции и как вам удалось добиться таких плотных связей с, скажем, такими крупными федеральными центрами? Спасибо большое за вопрос. Ну, музей, в принципе, имеет достаточно большой опыт сотрудничества и с Государственным историческим музеем, с Музеем Востока, Московским. Музей космонавтики был у нас очень хорошо гостил. Но мы всегда, естественно, собирали информацию о том, где хранятся предметы материальной и духовной культуры нашего народа, в каких центрах. И, насколько нам известно, вот Российский этнографический музей, мы уже долгое время с ними сотрудничаем, с нашими коллегами, в своих фондах хранит более 2000 предметов крымско-татарской культуры. Конечно, они всегда вызывали огромный интерес, отдельные специалисты, ученые могли иметь возможность с ними познакомиться, но для широкой общественности эта коллекция была закрыта, ну, по многим причинам. Выставки проходили периодически, то есть выставка – это очень такое торжественное мероприятие, но имеет большой минус, что оно временное. Вот. И, конечно, нам очень хотелось, чтобы мы смогли показать вот Крыму в первую очередь и нашим соотечественникам то богатство, ту культуру, которая хранится в фондах музея. И она еще интересна тем, что формирование этой коллекции начинается с 1905 года. То есть она вот на протяжении, до революции, где-то вот до 20-30-х годов приезжали специально отдельные исследователи, такие известные личности, как Бунча Смоловский, иностранцев, Миллер, Трусова и многие-многие другие, которые проводили здесь исследовательские работы и в том числе собирали вот такого рода предметы. Это были вышивки, это была одежда, костюмы, это были ювелирное искусство и много-много очень интересных других вещей. Конечно, чтобы заполучить такую выставку в Крым, чтобы приехала выставка из Федерального музея, это на самом деле очень большая работа, потому что там она за собой как бы тянет очень большую ответственность в плане обеспечения сохранности, там, по перевозке, страховке, ну и так далее. То есть это действительно был очень длительный процесс. Выставки проходили, несколько выставок прошло в Крымском этнографическом музее, ну там народы представляли, там несколько народов. Потом была отдельная выставка, посвященная золотой вышивке. Но вот именно крымско-татарская мы на протяжении всех этих лет очень уговаривали руководство. И спасибо большое, Владимир Моисеевич услышал нас. Вот. Это, конечно, небольшая часть той огромной коллекции, но я уверена, что все, кто ее увидел и, возможно, уже услышал, действительно поймут, что она уникальная, по-своему уникальная. Там действительно есть такие раритеты, которые, к сожалению, не сохранились в крымских музеях. И очень важно, что эти предметы, они все адресные, они все конкретно имеют свои паспорта, они записаны из какого района, из какого села, у кого конкретно они взяты. Они охватывают весь Крым, и это тоже очень важно. К примеру, вот степная часть очень плохо представлена в крымских музеях. Но вот на этой выставке и в фондах этнографического музея мы можем очень ярко для себя представить, какое богатство мы, к сожалению, утратили, но сейчас, слава богу, его начинаем возрождать. Мы по результатам выставки имеем предварительную договоренность о том, что будет издан для Центра Гаспринского большой каталог. Куда войдут все. Крымские музеи, что мы имеем, и то, что теперь в Петербурге хранится и в Москве.
Да, отлично. Я о театре хочу сказать. Очень коротко. Да? Светлана, у нас время. Я быстро говорю. Да. Когда нагнеталась ситуация с театром, да, очень близкий человек, очень, совсем близкий человек, бывшему руководителю театра, говорил, что к театру никто не подойдет, театр забаррикадируется, коллектив, даже с ОМОНом никто не сможет дверь открыть. А так получилось, что, как говорят, отряд не заметил потери бойца. Мехтибей, слишком много было, пожалуй, в современной нашей истории крымских татар, различных организаций, объединений, структур, которые могли только декларировать свои намерения, ну или максимум там резолюцию какую-то принять. Поэтому, видимо, с этим связано, что наше общество сегодня как-то так взыскательно относится к тем структурам, которые вот только создаются. Как вы оцениваете роль Совета крымско-татарского народа при главе республики и как вы оцениваете первые итоги работы? Для меня лично был очень принципиальным моментом в моем решении сказать для себя да или нет. Это тот момент, что я прекрасно понимал, что наш народ загоняется, к сожалению, врагами, недругами, либо дураками, загоняется в очень глубокую стагнацию. И я прекрасно видел это своими глазами. Для народа нет хуже ничего, чем именно моральная стагнация, когда народ весь целиком идет куда-то и ждет у какого-то моря какой-то погоды. Понимаете? При этом абсолютно не понимает. То есть и вся идея вот этого сборища только на том, что мы будем ждать. Вот, мы вместе и долго будем ждать. И я понимал, что мы, если останемся в этой ситуации, мы теряем день за год. Понимаете? День за год. Тем более на старте возможностей и очень больших возможностей для нашего народа. И поэтому в этом смысле формирование Национального совета – это такой для меня был морально ключевой шаг, понимаете, для прорыва, для вот такого движения на созидание, на то, чтобы сделать механизм, структуру, которая начнет собирать в себя, собирать и двигать, и реально понимать и видеть, что мы видим. Я понимаю прекрасно, что не может быть все гладко и без ошибок. Я понимаю прекрасно, что будут шероховатости. Я понимаю прекрасно, что в нелегитимности можно обвинить кого угодно и придраться к чему угодно. Но я вижу четко и понимаю одно, что караван движется и движется в правильном направлении, а участь собак в том, чтобы лаять. Да, Мехтибей, результативность работы во многом зависит от эффективности взаимодействия между властью, главой республики в данном случае, между структурными подразделениями и между регионами. Как вы считаете, Совету удалось ли наладить вот этот механизм? Мы в процессе. Я не хочу сейчас заявить о том, что мы полностью отладили этот механизм, но мы в активном процессе. Нам реально, действительно в этом помогают очень многие структуры, в том числе и власть, на всех уровнях, в регионах. Мы формируем и базы данных, мы формируем и весь спектр вопросов и проблем и так далее. И мы видим реально, на самом деле, к нам очень хорошее такое положительное отношение и участие. Да, Сейда Уджа, очень коротко. Я, знаете, что хочу сказать? Сегодня все те, кто смотрит, и я думаю, что сегодня данная передача, она интересна не только жителям полуострова, но ее смотрят и все далеко за пределами, те, кто покинул родину. Мне хочется сказать, что касается будущего Крыма и нашего народа на своей родине, крымско-татарского народа, ведь это зависит не от руководителей, это зависит в первую очередь от ее народа, от того, как мы сами будем защищать свое культурное наследие. Вот та недооценка понимания ситуации, которая вот сегодня есть, вот это манипулирование общественным мнением, сознанием, вот она сегодня может сыграть одну из таких роковых ролей. Должны все понимать, что это будет главная причина вырождения нашего народа у себя на родине. Почему я вот обращаюсь абсолютно ко всем. Сегодня все те представители
нашего народа, они, кроме обладания профессиональными навыками, компетенциями, которые должны обладать в той или иной области, в первую очередь должны обладать чувством патриотизма, любви к своей родине, к своему народу и чувство ответственности за то, что никто за нас этого сегодня не сделает. И мы ответственны и перед самими собой, и перед нашими предками, которые свои жизни сложили, и благодаря им мы сегодня здесь находимся, и перед своими будущими дети, которые у нас есть, и будущим. Потому что во главе всего перед нами должна стоять национальная идея, как составляющая, да, которая берет в себя и духовную, и культурную жизнь нашего народа. И все должны это очень четко понимать, правильно? Да, Гульнара Наримановна, воспитать, развить здоровую любовь к своей культуре можно прежде всего через бережное отношение к культуре своих соседей. И в этом очень важную роль играет система образования, в частности средняя школа. Какие принципы межнационального согласия можно выработать в рамках вот, среднего звена образования? Ну, по-моему, Крым, он, в общем-то, обречен на многонациональность. В любом своем варианте на территории Крыма проживает 123 национальности. И понятно, что наше подрастающее поколение, образовываясь в средней школе, они получают какое-то воспитание в школе, и получают какое-то воспитание дома и обучаются. В данном случае, вот, на мой взгляд, формировать именно такую культуру межнационального согласия, культуру понимания, что ты живешь в многовекторном государстве, что ты должен уважать традиции, культуры, обычаи других народов, можно в школе и через систему дополнительного образования, и через систему внеурочной деятельности. Вот у нас, например, есть направление духовно-нравственное, которое мы выбрали в качестве такого достаточно приоритетного, предпочтительного. И создан Центр доп. Образования, который занимается изучением традиций, культур народов Крыма, народов России, религий народов России и Крыма, потому что у нас очень своеобразный состав детей, много детей, проповедующих определенную идеологию. И когда ты им объяснишь достойно, что есть вот такие-то народы, которые живут соответственно таких-то ценностей. Ценности у каждого народа, у нормального человека, они одинаковые и понятны. Другой вопрос, чтобы этот ребенок рос в уважении к культуре, к традиции других народов, прежде всего нужно воспитать, наверное, уважение к своей культуре и традиции. Кстати, вот по поводу Крымско-татарского музыкального театра, по-моему, мы первые. Мы создали в этом году на базе 44-й школы Крымско-татарский детский музыкальный театр. На базе этого театра изучается и актерское мастерство на крымско-татарском языке, и лингвистический центр, который, собственно говоря, помогает изучать актерское мастерство детям не крымско-татарской национальности, и ряд направлений, которые, на мой взгляд, вот сейчас уже поколение в первые классы, вторые идет детей, родившихся в Крыму. И это здорово, это уже проект возрождения. А возглавляет этот театр, кстати, первый исполнитель роли Арзахыс Крымско-татарского музыкального театра Лиля Фератовна Усейнова. И те традиции, и те ценности, которые, в принципе, она впитывает и детям, воспитывает в них вот отношение к уважению к другим культурам, мне кажется, может сделать только профессионально, на уровне своего профессионализма. Спасибо вам, Гульнара Наримановна. У нас совсем мало времени остается. Давайте пообщаемся с ребятами, которые представляют средства массовой информации. Сегодня у нас в аудитории Арсен Бей Курцеитов, редактор радио Ватан Сидасы. Арсен Бей, как вы, радио еще совсем молодое, как вы, собственно, строите систему взаимоотношений с нашими исполнителями национальными? Ну, как молодой, уже больше 2 лет. И если сравнивать с началом, когда мы первый год вещали, я охватывали только Симферополь. И на сегодняшний день мы достаточно выросли, как и в музыкальном плане нашей базы, так и в базе слушателей наших. Потому что мы мониторим, и с каждым днем у нас все больше и больше звонков в студию, заказов. Люди звонят, обижаются, что не могут дозвониться до нас. Спасибо руководителям, которые помогают нам в организации некоторых мероприятий, которые мы постоянно организовываем у себя.
который создаем рубрики. Вот передаю слово коллеге своему Алике, который более подробно расскажет об этом. Да, подробно у нас нет времени. Алия Ханум, очень коротко, пожалуйста. На данный момент радио Ватан Сидасы насчитывает достаточно много программ. Мы, как молодое радио, с каждым днем работаем над созданием все новых и новых проектов. Также пытаемся заинтересовать как и старшее поколение, так и молодое поколение. И, естественно, как сказал Арсен Бей, заметно у нас с каждым днем увеличивается количество наших слушателей. Когда мы только открывались, у нас, например, вот если говорить о самом слушаемой, часто слушаемой программе Хайрлау, программа поздравлений, у нас в день, то есть за время обеда и за время вечера, за 3 часа программы поздравлений, было поздравлений 20-25. А на данный момент у нас за 3 часа накапливаются более 60 поздравлений, которые мы еле успеваем озвучивать. Это нас очень радует. Асан Абибулаев, служба новостей Хаберлер. Асан Бей, мы живем в таком очень плотном информационном пространстве, такая среда очень, можно сказать, агрессивная, да, такая информационная. На каких принципах строит свою работу Хаберлер? Ну, спасибо за вопрос. В первую очередь, наши журналисты – это как бы журналисты, и они должны все-таки всегда передавать актуальную информацию, оперативную, и уже судить самим людям. И наши журналистов уже знают местное население, помогает в каких-то вопросах решить, пишут уже и благодарственные, так сказать, моменты в фейсбуках, в контактах, потому что всегда отвечаем, так сказать, на все эти моменты, выезжаем на съемки, кому-то какие-то проблемы социальные, острые, культурные и так далее. Спасибо большое, София Ханум. Собственно, у любого учреждения должна быть стратегия, краткосрочная, долгосрочная. Какие ставят перед собой цели и задачи музея? Ну, конечно, музей в первую очередь ставит перед собой задачу, чтобы создать постоянно действующую полноценную экспозицию музея, для того, чтобы представить и рассказывать всем жителям Крыма и нашим гостям о нашей крымско-татарской культуре, о нашей истории, показать все традиции самые лучшие, для того, чтобы, ну и проповедовать, естественно, толерантность и достойно, чтобы относились, соответственно, с уважением. Вот. Я уверена, что это все возможно сделать. Единственная главная наша проблема – это пока еще отсутствие нормального помещения, здания музея. Но мы сейчас находимся в активном процессе, в работе. Я надеюсь, что как только мы обретем свое здание, то мы, естественно, будем открывать свои двери еще более шире. Они у нас всегда открыты. Эрвахат мусафирлерimiz üçün torumuz boştur, kapılarımız açık. Ama endine başlap kısmet olsa да, güzel sergiler. И я уверена, что очень интересные выставочные проекты, которые у нас планируются в следующем году, тоже удивят и порадуют наших соотечественников. Лимар Ужа, какими представляются для вас перспективы развития нашей культуры? Я понимаю, что это вопрос очень глобальный, не в последние минуты нашего ток-шоу об этом говорить, но если так вот лаконично систематизировать ваши представления. Очень светлые, тем более я знаю о планах Софии Ханум, она готовит всему народу сюрпризы, там, она очень много работает. В Крымско-татарском театре тоже очень плотно работают над репертуаром. У нас в Совете есть отдел культуры, они курируют, они взаимодействуют. Вчера мы провели совещание по СМИ, обратили внимание на острые моменты. Мы на самом деле очень много работаем, плотно. У нас иногда бывает в день по 2 совещания. Мы выезжаем в регионы, мы встречаемся с людьми. Люди задают вопросы не только по социальным своим каким-то проблемам. Люди уже разворачиваются лицом к культуре, они хотят, чтобы к ним приезжали ансамбли. Так вот, многие вещи мы пересмотрели. Мне кажется, что на самом деле у нас вот хорошее движение пошло вперед. Все получится, мы мониторим ситуацию, Сергей Валерьевич идет нам навстречу. Я думаю, что все будет хорошо, но хотелось бы сказать еще, что вот мы говорили про Яна Дунья, мы говорили про крымско-татарский театр. Да, мы крымские татары, да, у нас есть своя идентичность, но трудовую дисциплину никто не отменял. И те люди, которые кричат, я понимаю, что на них эта шапка горит. Пусть не горит, просто надо понимать, есть трудовая дисциплина. И редактор Яна Дунья, которая написала заявление по собственному желанию,
Она должна признаться, что ее пожалели и не уволили по статье, потому что она массово нарушала трудовую дисциплину. И тот же директор Крымско-татарского театра, который массу финансовых нарушений совершил, ну, он, конечно, судится, это его право, но он должен же понимать, что за каждое нарушение ему тоже предстоит ответить. И если ему предложили переформатировать свою деятельность, остаться, ну, это только потому, что его пожалели. И как бы мне понравилось, Мих тебе и говорил, да, собаки лают, а караван идет. У нас все будет хорошо. Вот за 4 года у нас хуже не стало. Лучше. А те люди, которые живут за бугром, мне хочется к народу обратиться. Вы не жалеете их и не сочувствуете, а вы просто поймите, что они думают прежде всего о своем финансовом благополучии. Ну и этому наступит конец, потому что уже и в Европе понимают, что все это бред, многое обман, ну, не за горами. Да, тема, безусловно, актуальная. Очень много аспектов мы просто, учитывая хронометраж нашей передачи, не успели обсудить. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Считаете ли вы, что в Крыму созданы все условия для развития культуры крымских татар? Да, ответила 1333 человека, и нет, 353 человека. Наш язык, наша вера, история, обычаи и традиции являются основой нашей идентичности. Крымско-татарская самобытность долгое время политизировалась, ее использовали, ею спекулировали, на ней откровенно зарабатывали деньги. Пришло время возрождаться. Получится ли, зависит в том числе от каждого из нас. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующую среду. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa aziz halkım. Yaşa, yaşa, yaşa güzel halkım. Yaşa, yaşa, Kırım Tatar halkım. Yaşasın benim vatanım, yaşasın benim milletim, yaşasın benim bayrağım. Yaşasın, yaşasın.